команда понимает вот ключевой фундаментальный вопрос. Это не твои деньги, это не деньги банка, это деньги людей. А где проще запускать бизнес, в Таджикистане или в Узбекистане? Хороший вопрос. Мы никогда не берем кого-то, потому что нас попросили. Сразу вопрос про стартап инвестиции. Алиф не инвестирует в стартапы. Ни своим сотрудникам, ни академикам из Алифа, ни людям извне. Можем ли мы оплачивать услуги, баланс пополнять на букмекеров? Нет, мы не можем, мы это не делаем. Хороший понт дороже денег. Всем привет, это подкаст «Три медведя». Белый, бурый, панда. Белый — это я, Искандар Мирзганиев. Бурый — Бехрус Насрединов. Панда — Фархот Холматов. И сегодня мне помогает наша очаровательная Зиббо Таджибаева. Да, напоминаем, что мы говорим о коронавирусе, но без истерик и без паники. Говорим о проблемах, полезных идеях и о людях. Сегодня мы говорим о банковской сфере. Говорить будем с представителем довольно молодого, но уже хорошо зарекомендовавшего себя Алиф-банка. Джахунгир Забиров, руководитель департамента кредитования. Как раз он и курирует основное направление – это потребительские кредиты по карте «Салом». Ну, наверное, в карте... Всем привет. Приветствую. Давай сразу на ты, на вы. А ты? На ты, все, замечательно. Ну, смотри, вот про карту «Салом Душанбе», наверное, 50% горожан либо слышали, либо пользовались этой замечательной картой. Но к нему подойдем к этому вопросу попозже. Но сейчас хотелось бы спросить, да, вот какие основные принципы заложены вот в вашей работе, в вашем банке? С самого основания Алифа у нас было таких 3 фундаментальных принципа, которые до сих пор не меняются, такие же. Первый принцип – это бескомпромиссная меритократия. То есть Алиф выбирает себе сотрудников, членов команды, только исходя из их качеств, характера, лучших из лучших. И даже такой фактор, как огонь в глазах. Поэтому очень много сотрудников Алифа, 90% это 22-23 года. Скорее, в нашем случае мы, если брать вот общий локальный менталитет, мы никогда не берем кого-то, потому что нас попросили. Никогда. А второй принцип – это не оставаться в стороне. Ни от чего. Ни от проблем в государстве, ни от проблем у коллег, ни от проблем от клиентов. И третий принцип – это мы верим, что технологии – это единственное, что поможет перепрыгивать вот такие этапы сложности и быстро расти. Поэтому технологии у нас на первом месте. А неравнодушие, то есть не оставаться в стороне, но это то же самое, что и неравнодушие, да? Да. По отношению к проблемам государства. А не громко ли вот просто каким образом банк может оставаться неравнодушным к проблемам государства? Мы не говорим о народе, именно государство. Это очень тесные вещи, когда плохо государству, плохо народу. Поэтому, когда мы говорим про не оставаться в стороне, это поддерживать народ, потому что наши клиенты – это наши сограждане. И очень многие наши действия, очень много наших проектов, они часто именно на то, чтобы не оставаться в стороне. Второй принцип, на котором построена работа в Алифе. Ну вот как раз говоря о том, что новые технологии, я хотела как раз задать этот вопрос. Вы не пошли по тому пути, как пошли более крупные, да, конкуренты. Вы создали собственную автоматизированную банковскую систему в 2017 году. Это я вот ориентируюсь. У вас очень хорошая, кстати, справка о вас в Википедии. Там все по годам расписано. И перед тем, как составить вопросы, я просто ее проштудировала все. Почему? Почему вы не пошли по тому же пути, что и другие банки? Мы пошли на самом деле. Мы пошли, как и любая организация, все, и не только банки, мы пробуем идти по пути покупать, арендовать, использовать готовое ПО. Но в случае с АБС, это был такой первый кейс, ни одна компания, ни компания в Индии, с которой мы общались, ни компания в Бишкеке не смогли решить наши проблемы с тем, что мы немного другой банк, мы не традиционный банк. Например, один из продуктов наших – это депозит. Мы считаем это честный депозит, когда мы разделяем доход от денег, которые мы взяли у клиента, пополам. То есть мы заработали 1 самон, 50 дирхам уходит тебе. И вот эту функцию не смог сделать, ни одна компания не смогла сделать. И это была причина, почему мы решили, что вынуждены делать свою систему. Чуть позже уже мы поняли, что когда мы покупали Alif-Mobi кошелек, мы покупали его у украинцев, мы поняли, что это не только вынужденная мера делать свое ПО, но еще и дает огромный импульс тому, чтобы быть гибкими.
Очень сложно давать клиенту максимальный комфорт, если ты понимаешь, что-то изменить невозможно. В ПОшках, это часто есть такая проблема в ПОшках готовых. И вторая проблема, очень быстро и часто мы часто принимаем быстрые решения. Рынок меняется постоянно, новые продукты. И свое ПО позволяет нам это очень быстро делать. Если из последнего примера, это пакеты интернета, которые продавались в рассрочку в апреле прошлого года. Этот вопрос мы оставили потом, мы его, правда, не указали в списке. Вспомнили, что клиенты до сих пор, кстати, платят за пакеты. По-моему, они уже расплатились. Расплатились уже, да. Там был год с апреля месяца прошлого. Слушай, а сколько вообще кредитов тогда собрали-то вы на это? Немного. Мы, если честно, даже наоборот потеряли, потому что из-за больших очередей мы просто вырубили всю рекламу на вот такие высокомаржинальные товары, как бытовая техника и мебель. Мы решили, что окей, мы поставим на первом месте возможность дать людям получить интернет, потому что было страшно. Это было страшно понимать, что мы цифровой банк, и наши клиенты не смогут на нем пользоваться. Это было вынужденное решение, мы придумали продукцию 36 часов, и мы больше потеряли в плане денег, мы заработали больше, получили много клиентов новых. Я думаю, что мы получили авторитет хороший. То есть это был хороший такой плюс нашей и карме, и к нашему бренду. Ты сказал про честный депозит. Вот я про это и хотел спросить. Вот серьезно, я просто его услышал, говорит, что депозит у вас, вот именно депозит, да, разделяя 50 на 50. То есть это, в принципе, это главный принцип исламского банкинга, правильно? Да. Но на все это распространяется? Или вы... У меня сразу два вопроса. Первый вопрос, на все ли это распространяется, на все ваши услуги, принципы исламского банкинга? И второй вопрос. Вы говорите, вы в Бишкеке не нашли, в Украине не нашли, но это же, получается, в Иране есть. Ту модель нельзя было взять? Я думаю, что, скорее всего, там вопрос был еще других функциональностей, которые отсутствуют в других АБС-ках. Вопрос цены участка, конечно же, был. Много-много факторов, но основной фактор в том, что доступно, быстро, никто бы не смог нам сделать такой функционал, который требуется в наших необычных банковских продуктах. Первый вопрос? Первый вопрос... Распространяется ли этот принцип на все услуги? Исламское финансирование, оно еще разрабатывается, оно еще приходит, получается, в нашу страну в плане нормативных актов. Мы стараемся соблюдать в рамках закона, в рамках возможностей. Мы на своем уровне максимально стараемся внедрить во все услуги. Где-то мы это не можем делать, потому что есть ограничения, но почти везде это есть. А насчет 50%, то есть разделение, как клиент видит это, что вы заработали именно столько-то, а не больше или не меньше? У клиента есть свой аккаунт, называется он online.alif.tj, он заходит туда, там есть депозиты, и он видит, сколько в этом месяце он заработал, видит, сколько заработали мы, то есть на одном его самоне, сколько мы заработали процентов. И потом показываем, сколько он получает процентов. То есть этот принцип Тинькофф, да, банк тоже? Насколько я знаю, нет. У Тинькова у них там разделение другое, но тем не менее, что возможность видеть клиенту, сколько он зарабатывает. Нет, это показывают все. Мы показываем, сколько мы заработали, чтобы он понимал, почему у него такая сумма. То есть мы заработали 2% на его одном самоне. И говорим, что на твоем одном самоне мы заработали 2%, 1% твой. Минус налоги, которые нужно платить 12% с дохода на депозит. Если принцип исламского банка, насколько я знаю, да, у вас в целом вы так себя позиционируете изначально, вы не поддерживаете никакие мероприятия, где там происходит что-то такое непонятное, да, не по этому принципу. Но получается, у вас он действует только в одном депозите? Не, он действует почти везде. Он действует в рассрочке, в Саломе, он действует в комиссионке, да, то есть это получается наши терминалы, кошелек. То есть мы уточняем практически все вопросы, все принятия решений через наш совет, совет Sharia Compliance, который находится в Малайзии. И, например, один из них это был, можем ли мы оплачивать услуги, баланс пополнять на букмекеров. Нет, мы не можем, мы это не делаем. И это была ключевая проблема, почему многие операторы, кто делал свои кошельки, не работали с нами. Их кошелек не базировался на нашей лицензии, на нашем ПО, потому что мы не даем возможности использовать все возможные услуги, пополнения балансов, в силу того, что у нас есть свои принципы.
и принцип оплаты букмекеров, он запрещен. Мгм. Дайте я пожму вам руку. Вы не становитесь таким мечом над головой, который требует кредит обратно, вы становитесь, в свою очередь, участником вашего клиента, то есть вы ему помогаете. Вы не говорите, верни деньги, вы спрашиваете, в чем проблема. Сейчас этот принцип, по-моему, не работает в Таджикистане. Это одна из моделей, когда ты инвестируешь в бизнес. Да. Это именно кредитование бизнеса, где ты не говоришь, вот тебе деньги, верни мне вот такую сумму. Ты говоришь, вот тебе деньги, давай заработаем вместе. Если ты заработал, я забираю себе такой процент твоего дохода. Если ты не заработал, то да, я тоже не заработал. У нас пока такого нету, то есть мы не работаем по такому принципу, но в плане рассрочки, в плане кредитования, да, есть такой нюанс, то что вот важный элемент, отличающий обычный потреб от нашего Салома, в том, что ты конкретно понимаешь, какую сумму ты берешь, ты понимаешь, сколько ты будешь переплачивать, если магазин имеет верхнюю комиссию, и ты знаешь свой срок. Ты возвращаешь точно ту сумму, которую ты брал. Вот этого неприятного момента, который есть в традиционном банкинге, как процент становится больше, чем твоя сумма, потому что у тебя проблемы, вот такого в Алифе нету. Мы очень часто уступаем штрафы. Штрафы у нас, конечно же, есть. Они больше как инструмент не злоупотребления со стороны заемщика. Мы его очень часто не используем. Мы прощаем долг. Но если даже мы его берем, то по нашим принципам все эти деньги уходят на благотворительность. Они уходят в Пешрафт, который помогает школьникам, студентам, мы платим стипендии. По-моему, если не ошибаюсь, $150 мы платим группе различных студентов, мы их отбираем в течение долгого периода времени в Ташкенте, в Душанбе и в Худжанде. То есть это вот вся сумма штрафов? Все штрафы уходят полностью туда. То есть у Алифа просто нет мотивации, чтобы ты делал просрочки. Это во всем. Это в самом начале при выдаче кредита, это после в работе с тобой. Нам невыгодно. Нам плохо, когда ты не оплачиваешь, когда ты платишь не вовремя, потому что мы теряем деньги, мы получаем свои деньги не вовремя, не запланированно. Но если мы штрафуем, что бывает не часто, деньги уходят полностью на благотворительность. Вы ведете довольно-таки демократическую политику по отношению к социуму. То есть вы открыты в Фейсбуке, и даже когда вас оштрафовали на 500 000, да, вроде? Да, 500 000. 500 000 вы это всем рассказали. Слеза так потекла сейчас. С чем это связана такая открытость ваша? Я думаю, что любая компания, здесь три важных момента. Первый момент – это банковский сектор должен быть предсказуемый. Это безумно важно для экономики, для заемщиков, для депозитариев, в целом для всех. И вот этот принцип прозрачности, он должен быть принципом для всех больших компаний, особенно банков и всех больших компаний. Предсказуемость, она очень важна. И мы решили, что да, давайте мы будем той первой компанией, которая этот принцип будет внедрять. Мы расскажем нашим депозитариям, нашим клиентам, что мы совершили ошибку, и ее заметили, и мы извиняемся, мы рассказываем об этом, мы должны быть в курсе наших клиентов, что мы допустили ошибку, мы ее признаем, мы ее будем исправлять. И последствия этой ошибки, конечно же, это в виде штрафа. Второй важный момент, который нужно здесь понимать, это ошибка была сделана. Основной момент, почему это был штраф, это вопрос корпоративного управления. Там много-много факторов. Но основной, самый важный, это наличие совета в компании, который находится над всеми. Туда входят разные лица, но задача этого совета в том, чтобы интересы защищать акционеров. Потому что их деньги, они должны быть защищены. Проблема в том, что мы не видели в этом необходимости острой. У нас акционеров 16 человек, 12 из них работают в Алифе. Работают в менеджменте, работают в управлении, развитии компании. По-любому защитят свои, интересы. И у нас не было в этом необходимости острой. Но мы понимаем, что это правило банковского сектора, это нормативные акты, мы должны их соблюдать. То есть здесь невозможно каких-то исключений. Поэтому мы ее признаем. Третий важный момент, который важно осознавать, это мы уверены в том, что какого-то злого умысла у нас банка в этом не было. Это стандартная процедура. То есть это не уникальный случай, что Нацбанк штрафует какой-то из банков, либо МДО. Есть нормативные акты, его задача,
чтобы банки были стабильны и банки не ошибались, потому что здесь огромные суммы денег людей, которые эти деньги зарабатывают и в эти банки вкладывают. Ну, и один из инструментов того, чтобы на ошибки указывать, это штрафы. Поэтому злого умысла не было. Мы, конечно, расстроены, штраф большой для нас, но мы понимаем, почему это было сделано. Как принял социум то, что вы стали говорить об этом открыто? То есть по реакциям в Фейсбуке, я не знаю, может быть, где-то что-то там на улице, знакомые и так далее? Они сочувствовали в основном. Если говорить о том, что где видели люди, они говорили, было сочувствие, потому что это обидно, жалко, клиентам мы нравимся, они понимают, что потеря денег это не есть хорошо. В целом в комментариях их было очень много, в ОЗОДИ, в АЗИ+, в целом во всех группах в Фейсбуке мы все анализировали, где могли мы реагировали, конечно. 90% людей, они сочувствовали, они посчитали, что плохо. Нас не жалели, скажем, нам сочувствовали. Ну это в принципе хорошо, что да. Вас не хейтили. Какой-то процент, скорее всего, хейтил в формате того, что вы виноваты, что вы жалуетесь. Мы понимаем. Мы скорее не жаловались, мы скорее просто говорили, что вот имейте в виду, потому что мы хотим быть прозрачной компанией, максимально прозрачной компанией. Какой-то процент негодовал прям очень сильно, и нас это расстраивало, потому что у нас не было цели, скажем так, говорить, что у нас банк плохой. Мы признаем свою ошибку, и мы понимаем, что это важно делать. Инструмент штрафов, он важный. В Сингапуре вообще сумасшедшие штрафы за очень даже для нас странные вещи. И это работает. Второй вопрос касательно члена наблюдательного совета. У вас появилась эта вакансия. Я заинтересовался. Я даже, может, я пойду, там не написано абсолютно, что ты должен уметь делать. Что ты вообще будешь делать? Да, ты просто член наблюдательного совета. Кто это? Хорошая позиция, да? Хорошая, кто это? Понятно, что ты будешь делать, но интересно. У нас была вакансия, уже было очень много заявок интересных, прям очень много. Будем в ближайшее время их звать, общаться, выбирать людей. И я не знаю точно количество людей, но я знаю, что 2 это из топ-менеджмента должны быть в совете, 2 акционеров, и, по-моему, 1 человек должен быть независимым. То есть никак не связан ни как сотрудник компании, ни как акционер компании. Задача – это контролировать решения топ-менеджмента и отчитываться перед акционерами. Сделать так, чтобы акционеры свои деньги не потеряли, чтобы их инвестиции были в сохранности и приумножались. Конкретно по задачам, вот таким ежедневным, я точно не знаю. Видимо, есть какие-то свои процедуры нормативные, которые человек должен выполнять. То есть человек будет полноценно работать 8 часов в день? Там есть и полставки, есть и full-time. Там очень много людей интересных. Я знаю, я примерно слышал, что там люди из бизнеса, и больших компаний, то есть с большим опытом люди, которым интересен сектор и интересно само направление. Это вынужденная мера была? Вакансия? Да, потому что это то ошибка, на которую указал Нацбанк, и мы сразу же ее решаем. У нас прям стоит у нас система работы в компании OKR, то есть построена на конкретных целях и оценках этих целей. И один из них это исправить в короткие сроки все нацбанковские замечания. И вот первым, что мы сделали, объявили вакансию. Круто. Давайте поговорим теперь, все-таки вернемся к нашим любимым потребительским кредитам на Лившопе. А это все-таки не рассрочка, это кредит. Что для вас есть рассрочка, Зибо? Рассрочка, я в принципе посмотрела, как, например, в российской банковской системе работает рассрочка. Ты не переплачиваешь за товар, там нет никакой комиссии. Ты приходишь, ты видишь товар на полке, либо в онлайн-магазине, и ты берешь его без комиссии. Либо, если, там, исходя из политики банков, там есть страховой взнос, который ты уплачиваешь, и это получается там что-то какое-то, типа комиссии. У вас поначалу, а так как я пользуюсь уже вашей картой Салом давно, у вас то же самое было, то есть не было никакой комиссии, была просто рассрочка, а сейчас это комиссия. И я, например, когда решила что-то приобрести в очередной раз, я посчитала, села, я узнала цену у магазина, я посмотрела у вас, взяла калькулятор, посчитала, сказала, так, ребят, я не готова столько платить, 20% плюс еще 10% магазинных, 30%, думаю, много.
Потому что магазин мне бы дал товар на 10% дешевле, чем указано на вашем сайте, а еще плюс еще 20%, ну там не 20, получается 17%, да, в среднем. 20. 20? За год 20. Ну кто-то там, у кого-то там может поменьше, я вот считала, исходя из ноутбука. Ну так получилось, что 30% это довольно-таки большая сумма. И я решила, что я куплю его так. И это не рассрочка. Я покупаю всегда в рассрочку, даже если есть деньги, потому что это очень удобно. Ты покупаешь сейчас, платишь потом. Это рассрочка, но это потребительский все-таки кредит, потому что я плачу вам процент за предоставленную услугу. В рассрочку. Что очень важно понимать, что для нас есть, мы можем называть рассрочкой, потреб-кредитованием или чем угодно, но для нас это салон. То есть мы называем салон, и у нас есть определенные характеристики, да, салома. Если чуть раньше вернуться, то всегда, то есть классический банковский продукт – это потреб-кредитование. Ты приходишь в банк с документами, берешь деньги и покупаешь в магазине товар. Наша задача – это был сделать продукт, мы называем его POS лендинг, то есть это покупка в точке, в магазине. 3 основных характеристики, которые есть у Салома. Первая характеристика – ты конкретно знаешь, сколько ты будешь платить, какая будет наценка, если она есть, или если ее не будет. Это ключевое отличие ключевая характеристика продукта. Здесь нет связи с тем, что ты переплачиваешь или не переплачиваешь. Характеристика только в том, что ты знаешь, сколько ты будешь платить, даже если есть переплата или ее нету. Важно понимать, что у нас стоит цель. Прийти к тому, чтобы был 0% везде. Прям везде было 0% надбавки, наценки и так далее. Чуть позже расскажу, почему это было на Левшопе. Вторая характеристика – это возможность покупать в самой точке, чтобы у тебя не было лишней беготни. То есть ты не идешь в банк, не берешь деньги, а покупаешь конкретно там. В банке ты берешь сумму по процент, и вот то, что вы рассказывали, ты платишь годовую процентную ставку, которую вы обговорили, от остатка. Но вот этих нюансов, у нас нет таких нюансов, что ты можешь переплатить гораздо больше, даже если ты думал, заплатишь только 100 сумманий. Потому что нет процентов на процент, нет процентов штрафов, каких-то таких вещей. Их нету. Ты знаешь, если ты соблюдаешь четко свой план, ты не переплачиваешь. Даже если у тебя форс-мажор, как COVID, да, он неожиданный, ты тоже не переплатишь. Мы тебе пойдем на уступки. Это важный момент. Второе, я сказал, это вопрос покупки на месте, быстро. Третье, технологичность. Левшоп – это один из инструментов. Есть 3 инструмента, как можно покупать в рассрочку, в кредит. Это Левшоп. Это площадка, которая помогает нам продвигать товар наших партнеров. И это, в принципе, удобно. Особенно вот сейчас во время пандемии. Второе – это салон-карточка, где ты покупаешь в магазине. И третье – это покупка в самом магазине, где есть наши сотрудники-консультанты. И вот в салон-карточке в целом партнерская сеть – это около 650 партнеров. И в большей части из них вы можете купить без переплаты. Это Пайкар, это Газпром, это Вайкики, это очень-очень много разных магазинов. Теперь вопрос, почему все-таки есть партнеры, где есть верхняя комиссия, и где их нету, где есть наценка, где их нету. Повторюсь, у нас стоит цель прийти к нулевому проценту, нулевой комиссии у всех партнеров. Когда мы начинали работу, мы начали работу с компаниями, которые уже были готовы к такой работе. Что есть? Есть розница, есть оптовая покупка. То, что покупаете вы, это розница. То, что покупает, то Альфбанк зарабатывает на комиссиях от партнера. Это не секрет. Но мы работаем и покупаем по цене оптовой. Мы условно закупаем очень много продукции, поэтому партнер может, его модель бизнеса позволяет нам давать оптовую цену, недоступную для клиента. И вот эта разница, которая есть между розничной ценой и между оптовой ценой, она есть наш доход, поэтому клиент не переплачивает. Вот Волна и Авранг это как раз, или там Пайкар, или Вайкики, это те партнеры, которые эволюционировали до того момента, когда у них есть оптовая цена, есть розничная цена. Телефоны, ноутбуки, на Левшопе они превалируют.
Эти партнеры в силу конъюнктуры рынка, в силу нестабильности цен, в силу того, что они молодые и маленькие, в целом сам по себе рынок такой, что он еще не созрел полностью. Они не могут работать по системе, когда у них есть оптовая цена и цена розничная. И был выбор между нами. Работать только с теми, кто эволюционировал, и это выгодно. Это супер выгодно продавать только по нулевой ставке. Покупки в разы больше. Или же сделать две вещи. Быть еще более прозрачными. Пусть клиент сам выбирает. Если партнер еще не эволюционировал до такого варианта, что он может иметь цену оптовую, пусть сам клиент выбирает. Покупает ли он по наличной цене, покупает ли он на 3 месяца с комиссией 6%, 6 месяцев 10% и так далее. И это будет максимально справедливо. Он даже может торговаться. То есть мы с удовольствием говорим, торгуйтесь максимально с магазином, сбивайте цену. И вот уже от той цены, которую вы сделали, вы дальше уже можете выбрать нужный себе срок и нужную комиссию. То есть я могла просто позвонить в магазин, Да. требовать у него скидки хорошие, и поэтому потом заплатить еще и рассрочкой карты салон. Да, то есть от стоимости, которой вы договорились, к ней уже приходит, при оплате вы уже выбираете нужный себе срок и нужную соответствующую комиссию. Вот такие секреты, оказывается, есть. Не, это ж сколько получается может скинуть Но вы это можете продавец, делать... если, грубо говоря, он может простому человеку скинуть 10%, можно с ним вот поторговаться на 10%, вам там все равно еще дешевле дают, чем 10%, правильно? Партнер, который имеет комиссию верхнюю, 20, то есть да. он еще только, скажем, не готовый дать оптовую цену, он вам не даст оптовую цену, он даст вам цену розницы. Тот, который еще не дошел до такого масштаба работы, у него цена одна, цена розницы. Ну, это как вот история с де-факто и Вайкики. В де-факто там у вас, по-моему, с первого месяца 3% идет, Да. а в Вайкики первые 3 месяца вообще беспроцентно идет. То есть можно погасить, вообще не теряя ничего. То есть в Вайкики более обширная сеть, и они могут себе это позволить, нежели де-факто. Вот тут как бы и второй момент, который я хотел добавить, это то, что, и он отвечает на ваш вопрос про де-факто, был выбор, работать только с теми партнерами, которые готовы, или же все-таки дать возможность партнерам расти с нами вместе. Мы же помогаем им объем увеличивать, они растут в размерах, в масштабах, в своих закупах у их поставщиков. Мы попробуем их вырастить до уровня, когда они будут такими же большими и иметь возможность дать оптовую цену тоже. И второй и важный момент – это просто выбор. У клиентов не было выбора покупать так много, как и сейчас. Например, год-два назад, когда вот были нулевые ставки, получается, по Алифшопу. И мы решили, что давайте будем прозрачными, дадим больше выбора клиентам и попробуем партнеров наращивать. И вот де-факто партнер, скорее всего, я даже уверен, он уже эволюционировавший партнер, который может иметь цену оптовую, цену розницы. Но это пробовать. Партнеры тоже пробуют работу с нами и пробуют вот по простой схеме, которая доступна для них и для клиентов прозрачно и понятно. И когда они будут готовы, что да, мне нравится система, они переходят на систему, где мы получаем оптовую цену, и, соответственно, комиссию не берем с клиента, нет наценки. И они понимают, что это очень сильно увеличивает продажи, очень сильно. Потому что как Зибо вы не будете считать, вы просто покупаете сразу карточкой. И покупаете чаще всего больше, чем если покупали бы наличными. Если бы мне не нужно было бы считать комиссию, я бы пошла и купила. Мне было бы очень выгодно даже, почему нет? Я думаю, что де-факто в ближайшее время, рано или поздно, он тоже будет к системе вот именно как у Вайкики, потому что де-факто довольно хороший игрок, большой, с интересной моделью. Ну вот это из-за пандемии, вот то, что бизнес как-то просел очень сильно в стране в целом. Вот на банк как сказалось? Я помню, что вы одни из первых тоже заявили, что вы держались долго, а потом ушли на карантин, я помню. Мы ушли первыми на карантин. У нас, то есть, у топ-менеджмента были там подписки на сотни групп различных в Телеграме про коронавирус, особенно вот зарубежный коронавирус. И где-то вот примерно в марте до Навруза мы подняли вот вопрос того, что давайте думать. И было две основные, скажем так, задачи. Если вопрос о том, как коснулся коронавирус Альфбанк, было две задачи. Первая задача – давайте максимально сделаем безопасную работу для клиентов и для наших сотрудников. Банк не может просто закрыться. Это тот тип компании, где ты не можешь сказать: все, мы закрыты, не приходите к нам. Поэтому мы решили, что фронт, касса, операционисты, они работают. Это герои, потому что
то есть это стресс, это страх, это вопрос со своими родителями, они все молодые. И они действительно приходили на работу каждый день и работали, потому что у клиентов задачи деньги снимать, получать переводы из России, с карт деньги снимать, они не изменились, они остались такими же по время пандемии. Они работали. В первый месяц, в марте, мы отправили на удаленку около 50% стафа штата. Ближе вот к этому пику, который был в апреле, в мае, 90% людей работало на удаленке. Мы никого не уволили, мы никого не отправили в вынужденный отпуск неоплачиваемый. Люди брали отпуск оплачиваемый, отдыхать, там, приходить в норму. И была политика, что мы никого не увольняем, ни в коем случае. Потому что времена исправятся, будет лучше, а людям давать сигнал того, что мы вас бросаем, не должен быть ни в коем случае. И для клиентов мы очень много что сделали. Мы сделали так, что, как моя мама прикалывается, она говорит: бачам, у вас там люди в скафандрах ходят. То есть в Алифе мы тут же изменили систему очередей, да, то есть была очередь на улице под этим, забыл, как называется, в общем, чтобы было не жарко и не под дождь, да. под большим зонтиком. И принимали по одному, чтобы внутри не было много людей, скопления. То есть у всех была полная защита. Ее было находить нелегко. Вот, то есть это была отдельная работа у команды, постоянно находить защиту, делать безопасную работу. Мы маски раздавали бесплатно. То есть первый вопрос был: будем ли мы давать всем маски, платно или бесплатно. Я не знаю, как делают другие партнеры, другие компании. Мы их раздавали бесплатно. Мы закупали их в очень большом количестве и давали бесплатно всем клиентам. Все, кто заходил к вам? Все, кто заходил. И маски были такие довольно хорошие. В скафандрах это, то есть вы работников СИС одевали, средства индивидуальной защиты? Да. То есть мама переживала, она говорит: сынок, там у вас люди скафандры ходят, с тобой все ли хорошо? А это ваши сотрудники были? Наши сотрудники, да, то есть это не приехали врачи, сотрудники работали там. То есть мы очень быстро сделали всем стекла, да, вот такие ограниченные, чтобы ограничивался контакт, получается. У всех была полная защита у сотрудников. И то же самое с клиентами. Там очень много чего было сделано по клиентам, но основное это очередь, дезинфекция, маски, линии, чтобы была дистанция. Все это было сделано. Это вот было связано с нашими коллегами. Вторая параллельная задача, которая была по пандемии, это все-таки это банк, и тут с бухты-барахты решений принимать нельзя, ни в коем случае, нигде. Поэтому мы вот сели, менеджмент, и у нас были сценарии. Что может случиться? Оптимистичный сценарий, негативный сценарий, средний сценарий, было очень много. И с просрочками, и с отсрочками, и с выручкой, и со всем остальным. Поэтому мы были готовы. То есть все, что было потом в апреле, в мае, это было предсказуемо. То есть ничего того, что мы не учли, не было. Вообще ничего. Все было предсказуемо. И основное вот то, что, если сказать, до и сейчас пандемии, трансформация. Трансформация такая, что я до сих пор работаю из дома. Я работаю из кафешки. Там многие коллеги работают из дома. Кто-то поехал, у нас очень много людей работают из дома, причем не из Душанбе, а из Таравшан, Пинджикент, Куля. То есть они разъехались на свои малые родины? Они разъехались на свои малые родины, они работают удаленно. И это было тяжело, потому что ты меняешь все процессы в компании, чтобы это была удаленка. И, у нас интернет не самый лучший. Для банка, да, это проблемно, потому что у вас своя система, она закрытая. Через интернет ничего нельзя отправлять и так далее. То есть ты все это быстро-быстро меняешь, ты выстраиваешь систему безопасности новый. Из того, что было, Абдулла Курбанов каждые 3 дня снимал, он болел, он был дома, но и до дома, получается, до того, как он заболел, и после, и во время, это были видеоотчеты. То есть он записывал сотрудникам, что происходит в компании, что нового было сделано. Был отдельный канал в Телеграме, где мы объясняли, кому помогли. У нас было очень много людей, кто заболели, молодые ребята. Все было хорошо, без грустных случаев, по крайней мере в компании. Каждому помогали. Исходя из ситуации, компания помогала деньгами. Я помню, у нас был иммунопакеты. Иммунопакеты мы раздавали всем фронтовикам и кассе пакеты, где были фрукты. Фрукты, маски, антисептики, лекарства, то, что поможет системе иммунной быть крепче, потому что вся компания понимала, что все заболеют рано или поздно. Давайте не избежим, это невозможно. Давайте проведем это быстро и легко. Поэтому давайте делать сильнее иммунитет. Мы раздавали каждую неделю недельный иммунопакет. Вот. Было очень много что сделано. И в первую очередь показывать, что сотрудники нам очень важны. Такси. Одно из самых дорогостоящих это было такси.
То есть такси забирает из дома сотрудников 3 человека в такси, и чтобы снизить контакты с другими людьми, вот, потому что это сильно связано. И это было очень дорого, и, по-моему, с март, апрель, май, и, по-моему, июнь, да, а может даже не июнь, точно не помню, но, в общем, 3-4 месяца компания платила за такси. И был выбор быстро решить, автобус или такси, что сделать. Это все очень быстро решалось. А уменьшилось ли число потребительских кредитов на время пандемии? Да, оно уменьшилось. Люди стали покупать в кредит меньше, но при этом упало не сильно. То есть это было не нулевой, там, не в 10 раз. Люди покупали дальше через Alifshop, они покупали салом карточкой в магазинах, потому что магазины многие работали. Насколько я помню, таких прямых закрытий магазинов либо секторов не было. Закрывались, потому что клиентов просто не было, и было проще закрыться на время, чем всю эту махину как бы держать. Поэтому покупали в магазинах одежды, покупали очень много в магазинах продуктов. Ну, то есть техники меньше, да, стали? Техники, да. Техники Короче, меньше. все, что нужно. Интернет, еда. Техники меньше. Интернет, да, у нас интернета нет в кредит, у нас есть платежи через Alifmobi, они выросли. Они выросли, я понимаю, я сам очень много потратил в мае месяце и до сих пор трачу на интернет. А у нас вот тут был Бехрус Муясаров, это из Magnet TJ. Он тоже говорил, что у них выросли покупки и то, что онлайн тоже. А так я знаю, у вас ваша карта самая основная, через которую платят, если в магните заказываешь еду. Там у них есть 2 возможности оплатить через, 3. Эквайринг — это Корти-Мили, то есть локальная карточка, или кошелек Alifmobi. Да, оплачивают, покупают активно на магните и через салон карточку, то есть в рассрочку на месяц, 2, 3, 4. В целом, да, выросли продукты, и я верю, я вижу, что магнит тоже вырос хорошо, они молодцы. А как же с возвратом кредитов? Какие-то каникулы вы предоставляли людям? Входили в положение или все железно, нет, плати? У нас есть 2 вопроса, да, это отсрочки и просрочки. По просрочкам у нас вырос NPL, он вырос предсказуемо, он составляет меньше 4%. Это больше, чем было до пандемии, но это вполне предсказуемо, как я уже говорил, и 4% это даже меньше, чем средний по рынку значения у банков, даже в мирное, скажем так правильно, в мирное время. Мы с этим работаем, люди понимают нас, мы понимаем их, и процент снижается. NPL очень важный фактор, это вопрос стабильности банка, поэтому изначально еще даже до пандемии вообще всегда ты при выдаче кредита, команда понимает ключевой фундаментальный вопрос. Это не твои деньги, это не деньги банка, это деньги людей. И ты не должен довести до того, что люди свои деньги потеряют. А NPL – это характеристика, показывающая, будет ли проблемы с выплатами денег клиентам или не будут. У нас он один из самых низких на рынке. По поводу отсрочек. Тоже предполагалось, мы понимали еще в марте, что отсрочки будут. Мы не знали когда, апрель или май, но понимали, что они будут. Мы очень быстро сделали сайт, он называется COVID Alif TJ, где ты можешь дать заявку, она автоматически изучается, смотрится, кто ты, что ты. И мы очень быстро команду создали, которая изучала и звонила каждому клиенту, общалась с каждым клиентом индивидуально и решала, давать ли ему отсрочку или не давать. Очень важный момент, который отличает отсрочки или каникулы, неважно как называть, банков традиционных и нашего банка. Банк традиционный, он работает по системе аннуитета. Ты платишь процент от остатка. Когда дают каникулы, они не убирают проценты на время каникул. Ты просто позже оплатишь, а сумма основного долга, он разделится на количество месяцев, которые остались. Но ты оплачиваешь комиссию. Для банка, если у него неплохая ликвидность, это вообще без потерь. Считайте, что он как будто деньги взял и другому дал, и зарабатывает дальше на этой сумме. Для нас это проблема, потому что у нас принцип того, что ты берешь за 100 самани, или 110 самани с комиссией, ты должен нам столько и дать. Поэтому, когда мы даем отсрочку, мы не берем никакие верхние дополнительные комиссии, никакие там штрафы, и мы теряем это деньги. То есть банк понимает, что он получает свои деньги позже, снижается доходность, но мы выделили определенную сумму, объем, который мы готовы потерять, помочь нуждающимся.
Поэтому такого автоматического «давайте всем не было». Было вот именно смотрим на ситуацию, общаемся, сектор. Если это сектор был авиакомпании либо туризм, мы понимали, что ну да, здесь минимум еще месяца 3-4 будут проблемы. То есть те, кто просто свои расходы оптимизировали, ну типа давай-ка мы заплатим через месяц, а деньги у меня есть. Этим мы отказывали, либо давали очень маленькие отсрочки. Тем, кто нуждался, тем, кто болел, кого уволили, кто ушел в отпуск неоплачиваемый, мы помогали. И примерно больше половины, мы получили 2500 заявок и по автокредитованию, и по рассрочке, и мы одобрили примерно 1500. А я вот не знала, я воспользовалась тогда. Больная, ходила, искала терминал, или ты мне помог оплатить? Да, по-моему, я позвонила, сказала: Фара, короче, у меня нету сил идти, пожалуйста, закинь вот на такой-то номер, у меня там надо погашать рассрочку. Я просто не знала о том, что есть эта возможность, я бы тоже так воспользовалась. Вопрос коммуникации. Ну, знаешь, когда ты болеешь, тебе не до коммуникации, если честно. Но Просто мы звонили сами еще. У нас же есть ежедневные платежи. Человек день не платит, и ему звонит сначала робот первый день, уведомляет просто. Второй раз звонит человек и спрашивает: ну что у вас? И очень много заявок были не от того, что человек узнал про сайт, а от того, что мы говорим: у вас платеж. Нам говорят: мне плохо, я болею. Мы говорим: все, окей, давайте мы вам поможем. Я получила смс-ку. Нет, я не дождалась просто звонка. Я получила смс, думаю: нет, надо идти. Вы хороший, дисциплинированный клиент. Узбекистан, мы пошли туда. Да, и в принципе довольно неплохо, хотя мне кажется, что сейчас не самое лучшее время. Не пожалели о том, что пошли на рынок соседей. Хотя, наверное, несмотря на пандемию, рынок настолько большой узбекский, что нужно было просто бить свой колышек туда. Я в Ташкенте был раза 4-3. Ну, это, конечно, потрясающий город. Он напоминает чем-то Алмату, но еще и смесь Душанбе, поэтому комфортный город очень. А мы решили, что пора двигаться дальше в другие страны. Это был позапрошлый год, декабрь. И мы где-то полгода изучали рынок, ездили. И в мае прошлого года мы открыли там первый офис. Туда переехало сначала 2 наших коллег таджикистанцев, потом еще поехала 3 девочка. И позже там команда уже большая набралась. Мы запустили свой первый продукт, мы полгода его делали. Это все-таки новый рынок для нас, мы его не знаем, и процессы совершенно разные, там по-другому все. Мы запустили в октябре. В октябре был выдан первый кредит, и очень было быстрое развитие. То есть Ташкент, мы пока только в Ташкенте, он огромный, компании очень интересные, у них много по-другому. Там банки не выдавали кредиты под товары, там магазины сами давали кредиты. Они давали наценку и продавали в кредит. Почти все магазины делали так. И мы, считаем, есть похожие банки, похожие компании, но мы были первыми, кто запустил это вот очень быстро и моментальное одобрение. То есть там ответ приходит буквально пару минут. Да, либо нет. И я думаю, что сейчас было бы уже поздно. Вот прошлый год май, потом в октябре запуск, это было прям самое время. Сейчас там очень накаленный рынок. Сейчас сюда входят крутые игроки, это будет круто. А где проще запускать бизнес, в Таджикистане или в Узбекистане? Хороший вопрос. Я его ожидал. Я думаю, что в вопросах, когда ты компания, ты выбираешь рынок для бизнеса, ты не смотришь, не говоришь, типа, вот там проще, там сложно. Ты говоришь, где какие проблемы ты будешь решать. Проблемы везде одинаково, где проще? И там одинаково. Я приведу же пример, почему. В Ташкенте, Нацбанк Ташкента, он... Узбекистан. Да, Узбекистан, прошу прощения. Он, на самом деле, Нацбанк наш, он очень реформаторский. Он действительно реформирует рынок. Нацбанк узбекский, они вот только сейчас очень крутые вещи делают. До этого они были очень классическим таким традиционным, консервативным органом. Сейчас у них классные вещи, мы прям вот в восторге от того, что они делают. И это один свой челлендж, он усложняет процесс. Но есть другое, что упрощает процесс. Например, в Узбекистане мы по Ускарт, это локальная карта местная, а там у них огромное проникновение карточек. Ну, вот такая пачка суммов, лучше иметь на карточке. Там очень много у них плюсов, почему у людей деньги на карточке. И нам проще просто делать скоринг по их карточке. Мы просто берем доступ к ней с его разрешения, и мы через минуту знаем его доходы, расходы.
мы говорим добро, не добро. Здесь с этим сложнее. Здесь мы к этому идем сейчас, ведем переговоры, общаемся, но здесь это не так быстро. Поэтому свои плюсы и минусы. Мне кажется, бизнес должен смотреть не на вопрос, проще или не проще, а какие проблемы и возможно их решить. Здесь свои проблемы в Таджикистане, там свои проблемы. И команда просто подстраивается под решение проблем. И там команда, 25 человек, они решают очень серьезные и крутые проблемы по-своему и по-другому. Слушай, а почему Узбекистан? Можно было в Кыргызстан идти, в Казахстан. Там тоже такие же как бы возможности, и люди тоже там проникновение карт лучше, и все. В Казахстане есть Каспийбанк. В Казахстане есть Каспийбанк. Я в Алмате, когда работал 1,5 года в компании «Колеса», ими владеет Каспийбанк. И я тогда понял, почему банковский сектор это классно. Я тогда их терпеть не мог, вообще все банки. А вот после Каспия я понял, что да. И вот Алиф это схоже с Каспием. То есть реально проблемы людей решаются. В Казахстане, мне кажется, именно в вопросах рассрочки делать нечего. Каспий... А в Кыргызстане? Кыргызстан маленький. Он маленький. Он очень развитый. Там отличное потребление. В разы больше, чем у нас. В разы. Но, по-моему, население небольшое. 6, по-моему, миллионов человек. Да, 6 либо 7. Узбекистан же самое большое количество 32. населения. 32 да, лямов. население большое, да, сама страна большая. Афганистан? Еще и новая, представь. Афганистан... Тоже же большой рынок. Да, большой рынок. Ну, у нас есть список стран, которые дальше будут развиваться. Мы уже ведем переговоры, изучаем, ездим. Узбекистан просто был подходящим. Это вот вовремя открылись границы. Тесные связи. Они нас любят на самом деле. То есть узбеки искренне любят таджиков. И мы их очень любим. И поэтому это был такой самый разумный вариант. Близко, визы отменили, отношения будут лучше выстраиваться. Проблем каких-то нету, таких как границы или что-то еще. Поэтому это будет самый раз. А Афганистан? Большой рынок, но уступает Узбекистану. Зато было, В плане безопасности. зато как было бы здорово, кстати, официальная карта, афганский перевод. Да, ну он уже троллит. Афганский перевод это вообще... Я понял. Но теперь это официально. Джахунгир, у вас также сейчас открылась и уже довольно-таки хорошо работает Академия Алиф, правильно? Да. То есть это ж, вот я посмотрел, поизучал, это просто вы альтруисты, потому что это не коммерческая организация, правильно? Да. Или вы просто себе куете кадры? Или были такие случаи, когда не ваш кадр, но он придумал такой мега-стартап, что вы решили в него инвестировать? Окей. Сразу вопрос про стартап и инвестиции. Алиф не инвестирует в стартапы. Ни своим сотрудникам, ни академикам из Алифа, ни людям извне. Это не наши деньги, это деньги наших депозитариев. Наша задача их увеличивать. И у нас есть способы, которые мы можем использовать для увеличения, и есть, которые не можем. Вот стартапы инвестировать – это не наша история. Поэтому мы не инвестируем в стартапы. Но по Алиф Академии, да, это некоммерческая структура. Называется Алиф Академия. У нее уже было 8 выпусков. Есть онлайн-платформа для обучения на JS. Разработали, по-моему, месяца 2 назад, что ли. Уже был первый выпуск, если не ошибаюсь. Вопрос про кадры и альтруизм. Я думаю, то и другое. Это и альтруизм, и кадры для Алифа. Мы, когда берем в академию, она бесплатная полностью. Нет договора, ты обязан быть в Алифе, ты обязан отработать свои расходы. Нет такого. Человек обучается, сдает экзамен. Лучше мы предлагаем в Алифе остаться, и большинство остаются. Остаются, потому что самая большая команда разработчиков. Она очень крутая. Наши ребята, многие работали в России. Один в Америке поработал, стартап делал. Один в Яндексе, в картах Яндекса стажировался и получил оффер и сказал: нет, я поеду в Таджикистан. То есть это крутая команда, а ты обучаешься только если ты в команде круто работаешь. И многие, большинство, процентов на 80 выпускников, которых мы выбрали, которым мы дали оффер, они остаются. Так сколько с 8 курсов осталось человек? У нас около 70 программистов, из них около 30-35 это выпускники, может даже 40. Это выпускники. Сейчас еще один пришел поток. Еще важный момент, мы запустили Алиф технологию. Это отдельное юрлицо, отдельная компания. Мы хотим больше программистов обучать, не чисто под нужды банка. Сектор.
да, или там под нужды всей страны, потому что программисты нужны, мы хотим их где-то еще больше, чем даже нужно. А для этого нужно, чтобы была работа, поэтому мы запустили уже компанию Alif Технологии, Alif Тех мы называем ее. Мы берем на заказ разработку из-за рубежа, и опытные программисты с молодыми программистами, выпускниками обучаются, параллельно делая задачи для бизнеса. Почему важно? Потому что это доход, это возможность видеть, что твой труд оплачивается конкретным заказом, это возможность принести доллары в страну, да? Это как экспорт наших услуг получается, только услуг интеллектуальных. А также это идеально для обучения, потому что когда ты делаешь какую-то задачу в вакууме, давайте-ка сделаем to-do-лист. Для кого непонятно, зачем непонятно. Ты не обучаешься хорошо. Когда ты делаешь задачу, где есть заказчик, где есть менеджер, где есть требования, где есть дедлайны, это лучшее обучение. Поэтому Alif Тех – это обучение тех, кто вышел из академии, и усиление навыков программистов для рынка в целом. Мы думаем, что мы хотим запускать в год, вот стоит OKR, это задачка, у Зарины Раджабовой, это руководительница Alif Академии, это девушка, которая была аудитором, потом бухгалтером, и сейчас эта девушка, она айтишница, то есть она руководит командой Alif Академии, а до этого была главой всего IT, автоматизации в Алифе. Это очень круто. Да, девушка? Да, конечно. Почему? То есть я восторгаюсь ей, потому что, мои взгляды феминистические прям радуются, счастливы от того, что есть такие ситуации, такие кадры. И мы думаем, что вот эти 200 программистов в год, которые мы планируем выпускать, это то, что нам нужно. Вы последние несколько дней просто вот везде расшарили, везде кричите Alif и Visa. Причем мы первые Visa. Да. Нас несколько, но мы первые Visa. Не говорю, что мы первые, но я объясню, почему первые и в чем. Да, в чем сотрудничество, и вы как раз в чем вы первые. Есть принцип аффилиат визы. Таких очень много. Многие банки в нашей стране имеют такое аффилиатство, партнерство. То есть ты выпускаешь виза-карточки, и это классно. У нас с визой партнерство стратегическое. То есть это означает, что у нас другие условия, у нас максимум возможностей. Очень гибкие работа будет с прямым офисом визой. Виза говорит прямо: ребят, вы необанк, новый тип банков, мы готовы сделать так, чтобы вот виза была прям везде, мы готовы полностью помогать. То есть она говорит: таджикский рынок нам супер интересен через вас. То есть вы аффилированный партнер, официальный виза. Стратегический партнер. Важно понимать, что виза-то везде уже есть. Ну да. Но в СНГ, если не ошибаюсь, виза, вот именно партнер стратегический, есть только у нас. И есть грузинский банк TBC, их продукт про космос что-то было, забыл. Про что? Про космос. Там у них название такое космическое было. Space, вот. То есть Space это необанк Грузии, продукт TBC. И вот мы. То есть это не какие-то вот эти большие огромные банки, которые есть по всему СНГ. Еще есть Revolut. Миллиардная компания Revolut, она тоже партнер стратегические визы. Это реально очень такой выбор в формате: мы вам поможем во всем, мы готовы просто вот максимально визу развивать. Джахунгир, это все круто, понятно, но очень много терминов. Простому человеку, вот простому мне, обывателю, что с этого вашего стратегического партнерства между вами и визой? Точно, когда это будет, сказать не можем, но мы уже работаем там вот прям все на финишной прямой. Можно будет очень быстро, скорее всего бесплатно, брать виза-карточки не только одного варианта, а различных типов карт. Platinum, Gold, Classic, очень много. И получать отличный сервис, видеть все свои транзакции, бесшовные платежи, бескомиссионные платежи. То есть ты не потеряешь от того, что ты платишь виза-карточки. Через несколько банков, да? Там разные причины, там есть и валютные моменты, и тем, что комиссии банки ставят какие-то. Вот все эти моменты будут полностью решены. То есть мы понимаем, что локальная карта классно, здесь все ее пользуются, но есть кучу людей, огромное количество людей, которые выезжают за рубеж, которые используют, в App Store используют в Play Market, и уже очень много. И эти люди сталкиваются с проблемами. Многие берут карточки
виртуальные карты Яндекса или Киви используют для этого. Вот этого всего не будет. То есть ты ставишь деньги в долларах, ставишь деньги в Самани, ты не теряешь ничего, когда оплачиваешь на Play Market. Ты карту можешь получить доставкой. У тебя она может быть привязана к кошельку, ты видишь все транзакции, она очень удобная. Вот это то, что будет точно. Будут кэшбэки. Кэшбэки будут в зарубежных магазинах, это оплачиваешь. Неужели? Такие будут здесь, если ты оплачиваешь в наших магазинах через QR. Все это будет. Это отдельный проект, с которым я мало связан. Это команда отдела платежей. Дилвар Амонов как раз занимается этим. Но это будет что-то очень крутое. Карты будет... Вы карту здесь берете, вы даже если мигрант, там, не знаю, кем вы ни были, и вы можете платить ею с рассрочкой в 10, 15, 20 дней, мы еще пока это разрабатываем, в любой стране мира. Овердрафт. Да. То есть это все вещи будут... Скажи мне самое главное, она будет мультивалютная? Да. Ура! Потому что я не могу просто эти банки, которые тебе валютные бери отдельно, в Самане бери отдельно. Все замечательно у моего банка, который предлагает мне мультивалютную карту. Но когда она снимает процент за обслуживание, ох, это просто как прям... У нас будет бесплатная карточка. Боль. Это боль. Будет платные карточки и будет бесплатная карта, которая она будет стоить... Она будет бесплатна. Скорее всего, она будет бесплатна, потому что мы еще прорабатываем все эти моменты. Но есть там для нас вариант, что она будет бесплатная для клиента. Вы карты здесь печатаете? Вот основная проблема в том, что эти карты надо привезти. Мы заказываем их в России, вот эти пластики, получается, на которые базируется номер и имя твое. И сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы привезти что-либо вообще. Поэтому зависит только от того, когда откроются границы, чтобы мы могли возить, привезти карточки. Это вот основное. А для клиента, опять же, мы не знаем всех возможностей, точнее, я не знаю всех возможностей, но офис виза говорит: ребят, мы для вас делаем все. Вот это все означает, что это ребята готовы через нас экспансию карт в Таджикистане. Это уже означает много гибкости, лучшая скорость работы, поддержка во многих технологиях. Все эти вещи будут. Супер. Напомним, сегодня у нас был Джихангир Забиров, он глава департамента кредитования Альф-банка. И я думаю, что мы скоро заканчиваем, да, этот сезон про пандемию коронавируса и перейдем к чему-нибудь более интересному. Да, дай бог, дай бог. Спасибо большое, Джихангир. Вам спасибо. Ну и как я говорил в самом начале, хороший план дороже денег. Да, подписывайтесь и слушайте нас там, где забыл коронную фразу.